В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амшек Шара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. В эти дни, 23 года назад, хроника победного сентябрьского наступления. Об абхазском паспорте и не только. Депутаты выслушали министра внутренних дел Аслана Кубахи. Вас читают, вам доверяют. В газете «Республика Абхазия» 25 лет. Приближается главный праздник в нашей стране – День Победы и независимости Абхазии. 23 года назад, 30 сентября 1993 года, абхазский народ одержал победу в кровопролитной войне. А 16 сентября началась последняя наступательная операция абхазской армии, вошедшая в историю под названием «Сентябрьское наступление». Именно этому победному наступлению посвящена рубрика «В эти дни 23 года назад», в которой мы с сегодняшнего дня до 30 сентября будем каждый день рассказывать о том, что происходило в эти дни на фронтах Отечественной войны народа Абхазии 23 года назад. 16 сентября на Восточном фронте абхазские подразделения, получив боеприпасы и дополнительное вооружение, действуя по общему плану, атаковали позиции противника в селах Араду, Цагира, Ахалдаба и в районе Кадорского моста. Задача была выполнена, центральная автотрасса была перерезана. На Гумистинском фронте форсирована река Гумиста. Успешной атакой было освобождено село Нижний Каман, установлен контроль над Верхнегумистинским мостом. Взят под контроль берег Гумисты от мраморного цеха до подножия горы Цугуровка возле объездной дороги. От Нижнегумистинского моста абхазские отряды выдвинулись вперед на 500-600 метров. Противник провел контратаку и добился тактического преимущества на данном участке, но абхазские бойцы через Нижний Каман вышли к Сванской башне и недалеко от нее заняли позиции. Освобождены села Адиш и Верхняя Линда. Абхазские отряды освободили развилку Адиш-Гварда. В преддверии Дня Победы 26 бойцам батальона «Шаратен» были вручены боевые награды. 12 ветеранов были награждены орденами Леона, а 14 – медалью за отвагу. Медалью за отвагу посмертно награжден боец батальона Ахра Ашуба. В торжественной обстановке награды ветеранам вручил вице-президент Абхазии Виталий Габния. О героизме бойцов батальона «Шаратен» известно много. Когда началась война, ребята, для которых сцена и искусство были больше, чем жизнь, с самого начала объединились в группу. Название менять они не стали, просто «Шаратен». Бойцы принимали участие в самых сложных операциях Гумистинского фронта. Первым командиром батальона был герой Абхазии Руслан Кулаа. После его героической гибели батальон возглавил Рауль Амичба. Это кадры военной хроники, на которых запечатлен знаменитый танец Руслана Кулаа. Группа «Шаратен» повсюду брала с собой барабан, и в минуты отдыха в окопах на боевых позициях они его использовали. Без музыки и танцев бойцы не могли прожить и дня, и даже в самое тяжелое время они не опускали руки. Музыка спасала их от тяжелых дум об утрате боевых товарищей. Шрома, Цугуровка, Восточный фронт, Сухумская гора, Ахбюк. Бойцы батальона «Шаратен» во время войны находились там, где было опаснее и страшнее всего, там, где помощь особенно была нужна. Во время боевых операций батальон потерял 54 бойца. Славный наш государственный ансамбль участвовал во многих боевых операциях. Один из самых таких боевых задач, которые перед подразделением имя «Шаратена», которое стояло, это освобождение и взятие высоты Сухумской горы, которую фуникулером называют. Значит, в освобождении были отобраны самые сильные духом, физически крепких, которые уже имели определенный боевой опыт. После освобождения столь важной высоты в стратегическом плане, как
высота Сухумской горы. Уже вскоре город был освобожден. Дальше батальон принимал участие, основной костяк. До полного освобождения Абхазии дошли до границы. Ветераны не любят о себе рассказывать. Они говорят, каждый из нас сделал все, что мог для победы. Кто-то из бойцов находился в группе с момента ее создания, а кто-то пришел после первых боев. Но все вместе они выстояли. И самое главное, сохранили боевой дух батальона. После 15-16 марта, значит, в Гудоутах был создан Ачевчерский штаб. Они проводили ряд мероприятий. Очень много жителей Восточного района оказались на Гумистинской линии фронта. Без нашей поддержки понятно было, что им не обойтись. И было принято более чем достойное решение. В город Гудоуту прилетает легендарный наш командир Локут Заранди Заурда, как мы его знаем, называем. И он начал формировать боевое подразделение. Батальон «Шаратын». Он уже был легендарен тем, что значит, бойцы, которые проходили, будем говорить прямо, службу, это люди, которые дважды имели ранения. Все это обучение мы прошли. И, значит, 2 июля из села Мгудзархва 25 человек, это были, скажем, лучшие из лучших бойцов, тоже мы можем прямо так и сказать, пополнили ряды, значит, стрелкового батальона «Шаратын». 26 наград нашли сегодня своих героев. Ордена Леона и медали за отвагу бойцам вручил вице-президент Абхазии Виталий Габния. У каждого из ребят, которые здесь собрались, есть свое имя. По каждому из них можно говорить в отдельности. И каждый из них награждался вживую. Вот эти последние медали и ордена, они настолько же 100% достойны, как и те, которые были сразу после войны. Узнав, что в Абхазии началась война, 24-летний Андрей Бишкевиус, не раздумывая ни минуту, приезжает сюда из России. Так получилось, что он попал в батальон «Шаратын», да так и остался здесь. Когда услышал то, что такое получилось, быстро оттуда приехал. Ну и пришел и поступил, как говорится, в «Шаратын». Ребята у нас попались, все дружные, хороший коллектив был. Руслана Кулава в шроме ранила смертельно. Потом за шром пошли за Каман. В Камане уже тоже нас встретили. Очень сильные бои были. Отбили, как говорится, прошли его, дошли до Бирски, поднялись на Бирску. И уже с Бирски спустились по Лиселидзе в Сан-Сухум 27 числа. Многие из бойцов батальона «Шаратын» были ранены во время боевых действий. Ряды батальона сильно поредели к концу войны. Но война не сломила их. Героизм и отвага каждого бойца батальона и сегодня остается для подрастающего поколения примером мужества и стойкости. Зария Смыр, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. 30 сентября, в День Победы, в столице республики состоится военный парад. Сегодня в Сухуми прошла репетиция парада, в котором приняли участие подразделения Министерства обороны Абхазии, российской 7-й военной базы, а также военнослужащие погрануправления ФСБ России в Абхазии. 23 числа у нас следующая тренировка, 28-го генеральная репетиция в 15 часов. И 30 числа, 30 сентября непосредственно уже прохождение торжественного марша. Теме паспортизации населения Абхазии была посвящена рабочая встреча депутатов Народного собрания с министром внутренних дел Асланом Кобахи. Парламентариев интересовало, сколько новых бланков общегражданских паспортов уже выдано, успеют ли паспортные столы провести тотальную паспортизацию к выборам в Народное собрание в марте 2017 года и, главное, как новый министр планирует улучшить криминогенную ситуацию в стране. Подробности встречи в нашем следующем сюжете. На текущий момент выдано всего 330 паспортов нового образца. Пилотный проект по выдаче паспортов стартовал в Сухуми и Сухумском районе. В остальных районах республики процесс начнется со следующего месяца, проинформировал депутатов министр внутренних дел Аслан Кобахи. Тема паспортизации министру известна в деталях. Он возглавлял в бытность парламентарием комиссию по вопросу законности выдачи абхазских паспортов. В городе Сухум сегодня полностью оснащены
все паспортные столы. Это центральный аппарат паспортного управления города Сухум, УВД города Сухум, Новый район и Сухумский район. Полностью совмещены. Это, в среднем это почти половина населения нашей республики. Что нужно сделать гражданам Абхазии, чтобы заменить старый бланк паспорта на новый? Процедура проста. При себе нужно иметь паспорт, фотографию и домовую книжку. Паспортный стол. Сдают старый свой паспорт и приносят домовую книгу. Почему приносят домовую книгу? Если человеку выдают новый паспорт, в домовой книге надо отметку сделать, что он прописан по такому-то адресу. Новый паспорт, данные нового паспорта надо вносить в домовую книгу. Но если человеку не нужна прописка и не надо его никуда прописывать, он сдает паспорт и взамен получает новый общегражданский абхазский паспорт. Для тех, кто не родился в Абхазии, но является гражданином республики, немного другие требования. В паспортном столе объяснят, какой перечень документов нужно будет предоставить, сказал министр внутренних дел. В марте следующего года пройдут парламентские выборы. Нужно успеть провести паспортизацию, говорили депутаты. Аслан Кубахия проинформировал, что на тот момент истечет срок действия 28 600 паспортов. И технические возможности у МВД для того, чтобы успеть в срок, есть, сказал министр. Наша задача заключается в том, чтобы те, у кого истекут срок, чтобы к парламентским выборам они могли поменять. Мы создаем, у нас все наши технические возможности, те совещания, несколько, которые мы провели в эти дни, говорят о том, что мы беспроблемно эту задачу выполним. Если мы хотим, мы обязаны это делать, обеспечить всех граждан Абхазии правом на прийти на избирательные участки, то в Восточной Абхазии мы должны закончить паспортизацию к декабрю. Потому что в декабре объявляются выборы, в декабре начинает формироваться круга. Аслан Кубахия подчеркнул, что владельцы паспортов могут не менять документы до истечения срока действия. Ни один человек не сможет получить документ заочно, уточнил министр, так как в момент получения понадобятся отпечатки пальцев. Для тех, кто не сможет прийти в паспортный стол по состоянию здоровья, будут работать мобильные группы. Следующий этап это будет установка всех комплексов автоматизированных рабочих мест по всем остальным районам Абхазии, во всех паспортных столах. И будет создание авторизационного центра авторизации. То есть оборудование здесь находится, его просто нужно установить и запустить, поднять программное обеспечение. Он будет выдавать электронные цифровые подписи инспекторам паспортных столов, которые принимают документы. Они этой подписью будут удостоверять подлинность паспорта, который подлежит обмене, либо тех документов, которые сдаются. Депутат Валерий Кварча попросил министра внутренних дел проверить законность нахождения неграждан Абхазии, занимающихся религиозной деятельностью и проживающих в горной местности. За них вступился депутат Саид Харазия. Они живут по законам Творца. Среди этих людей в свое время был Андреев Лазаров, Симон Королев, Спаситель земли Абхазской. И вот наподобие таких людей в Абхазии подвязаются религиозные люди. Но эти люди перед тем, как перейти границу Абхазии, они приходят в Абхазскую православную церковь, где ее писарем, берут разрешение. В свою очередь Аслан Кубахия порекомендовал этим людям обращаться первым делом в миграционную службу. Депутат Алмаз Джапуа предложил обсудить проект Российско-Абхазского договора по информационно-координационному центру МВД. Его поддержал депутат Юрий Зухба. Уже несколько раз проносили в том виде или ином. Моя позиция насчет этого проекта давно моим коллегам уважаемым уже давно ясна. Я за него не собираюсь голосовать ни в каком виде. Министр внутренних дел и большинство депутатов приняли решение обсудить проект договора по ИКЦ после того, как парламентарии внимательно ознакомятся с этим документом. Опасаться нечего. Проект не может быть подписан без согласования с парламентом, было отмечено на встрече. Депутатов также интересовал ход расследования по громким преступлениям. Министр пообещал позже проинформировать их и все население по тому, как расследуются тяжкие преступления, в числе которых и факты похищения людей. Аслан Кубахия пообещал быть открытым и сделать работу МВД эффективнее.
Елена Лулу, Сейта Гуха, Абхазское телевидение. 18 сентября на территории Республики Абхазия пройдут выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации 7-го созыва. В Абхазии образованы 9 избирательных участков, 2 в столице и остальные в других городах и районах республики. Как идет подготовка ко дню голосования, выясняла Сима Аргун. В Сухуме будут открыты 2 избирательных участка. В 5-й средней школе, куда прикрепленный Сухумский район, идет активная подготовка ко дню голосования. Уже привезли урны, поставили кабинки. Списков как таковых не будет. Жители, по факту являющиеся гражданами России, могут прийти и отдать свой голос в воскресенье. Процесс подготовки уже начат, мы уже готовы, урны есть, кабинки готовы, зал подготовлен, людей оповестили. 18 числа в 8 утра участок будет открыт для голосования. Второй избирательный участок будет расположен в здании 10-й средней школы. Коллектив учебного заведения является лишь организатором выборного процесса. 18 сентября состоятся выборы в Государственную Думу у нас в Абхазии. И в городе Сухуме выбраны 2 участка. Одним из участков является наша 10-я школа. И мы, учителя 10-й школы, активно содействуем в организации этих выборов. У нас все готово для приема избирателей. 80% жителей республики наряду с гражданством Абхазии имеют и российское гражданство. Это около 90 тысяч избирателей, которые имеют право участвовать в данных выборах. Проголосовать могут и те, кто находится в республике временно, военнослужащие и туристы. Граждане Российской Федерации, проживающие в Абхазии, считают, что они обязаны принять участие в формировании Думы. Ведь от сделанного выбора во многом зависит и будущее нашей страны. Зараз я имею российский паспорт, пойду голосовать. А за кого это я знаю? Кого выбирать? Это наш гражданский долг, мы должны это сделать, поэтому проголосуем. Да, мы пойдем, будем голосовать, очень рада. В 10-ю школу нам сказали, что надо пойти поголосовать. Да, наверное, пойду все-таки как гражданка Российской Федерации тоже должна, думаю, пойти. Впервые избирательный процесс в Госдуму состоится по смешанной схеме. 225 депутатов будут избраны по спискам партий. Еще 225 по одномандатным округам. Это значит, что каждому избирателю на каждом участке будут выдаваться 2 бюллетеня. Один со списком партий, которых в ЦИК России зарегистрировано уже 14. Каждый из избирателей сможет проголосовать за любую из них. А второй бюллетень по одномандатному округу, где людям предстоит проголосовать за определенного человека. Мы же с Россией все-таки дружим. Должны жить, и голосовать надо, чтобы нам было, тоже в наших интересах тоже это. Обязательно пойдем голосовать. Ну, за кого там голосовать, будет видно. Конечно, пойду. Как не пойти? Если не пойти, стыд, позор будет для нас. Как не пойти? Пойду я голосовать. Решением ЦИК России Абхазия прикреплена к 4 одномандатным округам в Забайкальском крае, Воронежской, Самарской и в Ленинградской областях. Сима Аргун, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Жители Абхазии продолжают высказывать свое мнение о предстоящих выборах в Государственную Думу России. Конечно, дело каждого гражданина идти на эти выборы или нет. Но, на мой взгляд, будущее Абхазии во многом зависит от того, какой курс, какое направление будет и у Российской Федерации. Потому выборы Государственной Думы, я думаю, на мой взгляд, не должны игнорироваться и нашим населением, тем более людьми, имеющими российское гражданство. И, наверное, конечно, дело каждого, какой сделать там выбор. Но желательно было бы, чтобы отношения Абхазии с Россией были как дружеские, теплые, союзнические и так далее. И надеюсь, что выборы и в Госдуму, и в следующем году и в наш парламент это не помешают, а наоборот, наши отношения станут более близкими, дружескими. Дорогие граждане Абхазии, имеющие гражданство России, дорогие жители Гагарского района, 18 сентября большое политическое событие.
избираются депутаты Государственной Думы России. Мы, граждане России, имеем право и обязанность прийти на избирательные участки, проголосовать. Зная всю историю, зная роль России в жизни Абхазии, считаю, что мы должны проголосовать за единую Россию, за президента России Владимира Владимировича Путина. Это партия, это руководство, которое играло самую важную роль в жизни нашей страны. Наша независимость, наше спокойствие, наше благополучие. Приходите на избирательные участки, проголосуйте за единую Россию. Политическая партия АПСНА призывает всех жителей Республики Абхазия прийти на выборы в воскресенье и отдать свой голос за партию «Единая Россия» как гаранта стабильности и развития добрососедских взаимоотношений между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. Об этом, в частности, говорится в распространенном сегодня заявлении партии. Абхазию на протяжении долгих лет связывают взаимоотношения с главной политической силой Российской Федерации, политической партией «Единая Россия» и ее лидерами, благодаря которым в 1999 году была снята блокада, а затем в 2008 году признана независимость нашего государства. Сегодня президентом Российской Федерации является Владимир Путин, лидер политической партии «Единая Россия». Именно благодаря его поддержке, как отмечается в заявлении партии АПСНА, взаимоотношения между нашими государствами активно развиваются, а Республике Абхазия оказывается всесторонняя помощь в социально-экономической сфере и обороне, а также на международной арене. Исполнилось 25 лет со дня выхода первого номера газеты «Республика Абхазия». Этой знаменательной дате посвящалось торжественное собрание в актовом зале Кабинета министров. Поздравить наших коллег, журналистов газеты, пришли вице-президент Виталий Габния, спикер Народного собрания Валерий Бганба, представители общественности. Репортаж Амры Амичева. Одна из главных газет страны, Республика Абхазия, отмечает свой 25-летний юбилей. В зале собрались все, кто ежедневно трудится, чтобы очередной номер газеты вовремя дошел до своего читателя. Это корреспонденты, верстальщики, полиграфисты, работники типографии и разносчики газеты. С 1991 года страница периодического издания – это летопись новейшей истории страны. Так случилось, что газета создавалась в период большого исторического разлома. Первый редактор Виталий Чамагуа в своем выступлении отметил, что созданная по инициативе первого президента Владислава Ардзинба газета «Республика Абхазия» всегда стояла на страже идеологических интересов страны. Очень мало кто знает, что эта идея была Владислава Григорьевича. Конечно, она выполнялась посредством президиума его руководителя Кобахия Валерия Османовича. Но идея сама, поскольку поскольку стал первым замом, и он со мной вел предварительный разговор, то есть фактически уговаривал меня перейти в эту газету. Ну, с обкома было как-то непривычно переходить в эту газету, где не было ни технических средств, ни кадров, ничего. Вот я считаю, что вот этот момент явился в создании настоящих патриотичных газет государственных, именно с газетой «Абхазия», которую руководил Тарел Леонтьевич Аршва. После этого наша интеллигенция получила возможность публиковаться и отвечать на выпады грузинской интеллигенции, грузинской элиты, грузинских ученых. И это, наверное, известно уже, с какими статьями, с какими нападками они в то время выходили на страницах и партийной печати, и печати неформалов грузинских. На торжественном собрании было зачитано поздравление коллектива газеты с 25-летним юбилеем президента Абхазии Рауля Хаджимба. Сегодня наша страна отмечает замечательное событие – 25-летний юбилей газеты «Республика Абхазия», символизирующий собой сложные и ответственные этапы становления нашей государственности. Вместе с газетой «Апсны» и другими изданиями, с которыми мы по праву связываем формирование национальной печати, Республика Абхазия сыграла значительную роль в последовательном утверждении набора ценностей, составляющих идеологическую и духовную основу развития нашего государства. Наиболее полно, емко и масштабно ваш редакционный коллектив реализовал свои творческие возможности уже в статусе газеты, созданной на стадии возрождения новой независимой Абхазии.
И здесь необходимо отметить важную организаторскую роль первого редактора Республики Абхазия, известного публициста Виталия Зиевича Чамагуа, успешно осуществившего вместе с единомышленниками задачу реформирования газеты при реальной поддержке основателя нашего государства, первого президента Владислава Григорьевича Ардзинба, членов первого парламента, глубоко осознававших значимость качественного обновления СМИ в борьбе за преодоление политических стереотипов прошлой системы. Указом президента звание «Заслуженный журналист Абхазии» присвоено Виталию Чамагуа, Юрию Кураску, Лилиане Яковлевой, Заиде Цвижба, Лейле Пачуля, Юлии Соловьевой и Русудан Барганджия. Также ряду работников типографии присвоено звание «Заслуженный работник культуры». Выступавшие отмечали большую работу руководителей газеты Виталия Чамагу, Сергея Саркисяна и Юрия Кураскуа. Всех работников газеты «Республика Абхазия» с юбилеем поздравил также премьер-министр Беслан Барцец. Начальник аппарата Кабинета министров Диана Пиля зачитала поздравления. Вас читают, вам доверяют все граждане нашей страны. За эти годы ваша газета стала известна во всей Абхазии, и у нее появился верный читатель. Ваше издание влияет на общественное мнение, формирует гражданское общество, просвещает, заставляет мыслить и рассуждать на самые разные темы. Республика Абхазия идет в ногу со временем, так как в современном мире все большую ценность приобретает своевременная, достоверная и полная информация. Пусть все последующие даты рождения, дни рождения, юбилейные даты станут поводом для старта новых интересных проектов. О любви к профессии и доверии читателей говорила журналист с многолетним стажем Лилиана Яковлева. По ее словам, даже пенсионный возраст не помеха для любимой работы. Всех с праздником, всех совершенно, потому что это наш общий праздник. Не было бы вас, наверное, не нужны были бы мы. Потому что мы пишем, потом набирают наши материалы девочки, потом типография их печатает, потом киоскеры их продают, почта доставляет вам, и тогда вы читаете. Вот это и есть наша большая журналистская и читательская семья. И за то, что и всем вам спасибо, что вы нашли время сегодня прийти на свой и наш праздник. Выполню еще одно поручение вот того ряда, одного, второго. И еще раз скажу спасибо за то, что наша страна очень высоко оценила наши заслуги. Спасибо. Сегодня в редакции наряду с опытными журналистами работают молодые специалисты Эсма Арджения, Мадина Тарба, Мактина Джинджолия. В разное время в Республике Абхазия работали Наталья Шульгина, Виталий Шария, Кристиан Бжания. Первые шаги в журналистике здесь делали Белла Кварчия, ныне депутат парламента Ливон Галустян и многие другие, для которых работа в редакции стала хорошим фундаментом для дальнейшей профессиональной деятельности. Амрамичба, Беслан Джинджолия, Абхазское телевидение. Абхазская сторона ожидает позитивных результатов от предстоящего раунда женевских переговоров. Об этом заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Абхазии Вячеслав Чирикба сегодня на встрече с сопредседателями женевских дискуссий. По словам Чирикба, существует и много важных гуманитарных тем, связанных с культурным наследием, экологией, возвращением останков погибших, также требующих обсуждения. Главная цель абхазской стороны – убедить мировое сообщество в лице Евросоюза, ООН и ОБСЕ в том, что нам необходимо прийти к таким решениям, которые навсегда бы закрыли военный этап в наших отношениях с соседом, подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Абхазии. Со своей стороны спецпредставитель ООН на женевских дискуссиях Анти Турунен отметил, что Женевский форум прежде всего является площадкой для решения любых спорных проблем. Результаты не всегда видны, но они есть и они ощутимы. Диалог сторон продолжается. Это важное достижение, подчеркнул Анти Турунен. Очередной 37-й раунд женевских международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье пройдет 4-5 октября.
В образовательном центре «Академия» с сегодняшнего дня начинают обучать всех желающих абхазскому языку бесплатно. По решению дирекции центра будет создано 5 групп по 9 человек в каждой. Спонсор проекта – Международный фонд АПСН, одна из целей которого – поддержка проектов, направленных на изучение родного языка. Сейчас в центре «Академия» идет набор детей с 6 лет. В планах открыть группу для детей с 3 лет, а также студентов. Международный фонд АПСН взял на себя полную ответственность и нагрузку финансовую за осуществление данной акции, проведение ее, то есть и учебники, и преподаватели, и непосредственно вот все, что сопутствующие материалы, которые понадобятся в течение обучения, все будет обеспечивать Международный фонд АПСН. Вот. И еще бы я хотела сказать, что я на своем опыте убедилась, что, конечно, абхазам, помимо того, что вот они могут продемонстрировать желания и способности какие-то, абхазский язык помогает учить что-то большее. Будь то, назовем это духом или зовом менталитета, либо зовом крови, неважно. Самое главное, что это действительно работает, и это уже заложено в нас. Нужно только получить возможность. И Академия вместе с фондом АПСН дает эту возможность нашим людям. Подытожить хотела бы, наверное, самым важным и ключевым, собственно говоря, форматом – это абхазским языком. И хотелось бы сказать «Шуя яхцап абсобдышва избазар хахбышва хнапаче ихо». И о погоде. По сообщению Гидрометеослужбы, в выходные дни в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 16-18, днем плюс 25-27 градусов. Температура морской воды плюс 26 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.